коллеги, уважаемые гости, мы открываем и начинаем третий день юбилейной конференции. Мы открываем его круглым столом под названием «Библиотека будущего. Зарубежный опыт библиотечного обслуживания». Уже исходя из самого названия, очевидно, что лидирующую роль в этом круглом столе занимают наши зарубежные гости, которые делятся своими идеями, трендами, передовыми идеями, то, о чем мы можем с ними затем поговорить и обсудить, потому что мы работаем в режиме круглого стола. Я представлю наших гостей. Модератор круглого стола Ирма Рейнин, библиотекарь отдела научного обслуживания Национальной библиотеки Финляндии. Мика Хьютиниеми, специалист по информационным технологиям практического центра Университета Лапландии, Финляндия. Аня Фликер, директор городской библиотеки города Вюрцбург, Германия. От Тога, менеджер по проектам библиотеки губернии Тромс, Норвегия. И в программе заявлены и будут представлены два доклада двух гостей, которые, к большому сожалению, не смогли приехать на конференцию. Это будет доклад представлен Кристина Берге и Ойли Сивула. Кристина Берге, специалист по комплектованию фонда Финно-Угорского направления Саксонской государственной библиотеки Германия, и Ойли Сивула, районный менеджер по библиотечному обслуживанию города Эспо, Финляндии. Желаю нам всем активной, замечательной, позитивной работы и передаю слово модератору Ирме. Доброе утро, коллеги! Нам очень приятно присутствовать здесь и быть частью этой конференции. Мы много узнаем о вашей работе здесь, и сейчас мы хотим рассказать вам об некоторых аспектах нашей работы. И мы надеемся, это будет интересно для вас. И поскольку это круглый стол, у вас есть время для того, чтобы задать вопросы, прокомментировать после каждой презентации. Прежде всего, наш первый докладчик из Финляндии, Мика Хьютиниеми. Он работает в качестве специалиста по информационным технологиям в практическом центре университета Лапландии. Он представит нам ресурс под названием Люк Финна, который предоставляет услуги, библиотечные услуги по типу одного окна в консорциуме библиотек Лапландии. Доброе утро всем! Спасибо за такие интересные события, которые с нами происходят на протяжении этих дней. Прежде всего, я бы хотел передать вам теплые слова от своего директора, босса и директора библиотеки консорциума Национальной библиотеки Сёсама Парикко. Она попросила передать вам привет. И я перехожу к теме. Цель моей презентации – представить Финна. Это национальный сайт Финляндии по поиску материалов в свободном доступе, предоставляемых финскими организациями по хранению информации, хранилищами. Прежде всего я представлю Финн. И далее я хотел бы рассмотреть с точки зрения
научно-исследовательской библиотеки арктического сотрудничества. Сцена мирового информационного поля постоянно меняется, и ситуация такова же и в Финляндии. В маленькой стране с населением 5,2 миллиона людей и 39 учреждений высшего образования. 15 из них университеты и 24 университеты прикладных наук. Структурные реформы и давление экономических факторов будут влиять на высшее образование и учреждения высшего образования, а также и библиотеки. К счастью, научно-исследовательские библиотеки, так же, как и все другие библиотеки в Финляндии, имеют долгую традицию сотрудничества. Это поможет нам генерировать инструменты по картографированию и управлению знаниями и находить новые способы взаимодействия. Одна из национальных форм сотрудничества по картографированию таких изменений – это ресурс Финна. Финна является частью национальной электронной библиотеки Финляндии, NDL, проект Финского министерства образования и культуры. Финна собирает материалы свободного доступа, предоставляемые финскими библиотеками, музеями и архивами, то есть хранилищами, организациями-хранилищами. Национальные библиотеки Финляндии отвечают главным образом за разработку и поддержку Финны, но фактическая разработка проводится совместно с организациями хранилищами, которые участвуют в проекте Финна. Финна постепенно будет развиваться как новые и новые организации будут входить в нашу службу. Первая версия была запущена в октябре 2013 года. Таким образом, Финна, как национальный сайт на страничке finna.fi, предоставляет свободный доступ к содержанию всех материалов библиотек, музеев и архивов Финляндии. Сейчас насчитывается более 100 организаций в Финне, и мы ожидаем, что цифра вырастет до 400. Более 30 из 100 организаций – это научно-исследовательские библиотеки. В целом насчитывается около 11 миллионов наименований и 1,3 миллиона записей, доступных на сайте Финна. И это цифры 2016 года, а сейчас эти цифры превышают. С одной стороны, это портал, похожий на Европеану или же электронную библиотеку Америки. С другой стороны, функции по обслуживанию наших библиотечных партнеров отличаются. Например, можно резервировать материалы для чтения или же продлевать срок использования книг по абонементу. Финна является одношаговым ресурсом. Это означает, что вы можете в свободном доступе получить интегрированные услуги, электронные книги, электронные журналы, на которые подписаны библиотеки. Для пользователей, для читателей библиотеки можно просматривать и читать материалы в сети. Также можно продлевать книги на абонементе и можно резервировать материалы тоже здесь на одном сайте. Финна является сервисом по принципу одного окна и для поиска материалов. Все библиотечные ресурсы находятся в поисковом интерфейсе и свободно в едином поиске. Финна также предоставляет услуги по управлению референсными данными и обменом в социальных сетях. Есть общий интерфейс finna.fi, а также
другие интерфейсы для разных библиотек. Например, консорциум университета Лапланд имеет интерфейс с названием look.finna.fi. С административным интерфейсом Финны каждая библиотека может выбрать и переключиться на базы данных по алфавитному каталогу. И все это потом доступно в поиске в их собственном пользовательском интерфейсе. В качестве платформы по услугам Финна становится все более значимой для исследовательских библиотек. Финна предоставляет инструменты для построения и поддержки того слоя общедоступных каталогов, которые требуются организациям. Мы сейчас заменили старые общедоступные каталоги новым интерфейсом Финна, который включает и лицензируемые ресурсы, то есть с предоставлением авторского права, доступ к материалам авторского права. Консорциум библиотек Лапландского университета, или ЛУК, это совместная библиотека двух учреждений высшего образования, университета Лапландии и Лапландского университета прикладных наук. Это две независимые организации, и их сотрудничество основано на официальных соглашениях. Поэтому библиотека ЛУК или библиотека консорциума Лапландских университетов имеет три разных пользовательских интерфейса. Один для университета Лапландии, для пользователей этого университета, так, чтобы им были доступны электронные ресурсы, на которые университет предоставил лицензию или доступ. И второй для университета прикладных наук в Лапландии, где пользователи могут пользоваться уже теми материалами, на которые права доступа предоставлены этим университетом. И, наконец, третий для сторонних пользователей, то есть для населения, для всех, кто не принадлежит ни к университету Лапландии, ни к университету прикладных наук. В Финляндии все университетские библиотеки открыты для каждого. Вначале были сомнения насчет того, сможет ли вот этот общий интерфейс, который сочетает информационное содержание всех организаций хранилищ, как он вообще сможет работать для научно-исследовательских библиотек и ученых. Будет ли это что-то, что будет отвечать всем требованиям, любому спросу, поскольку мы пытаемся покрыть такие разные требования. Как показала практика, студенты очень довольны Финной. Это предоставляет свежий, современный способ поиска разнообразной информации. И для студентов Финна предоставляет простой способ поиска базовой литературы. А для исследований ситуация более сложная. К сожалению, Финна не может покрыть все базы данных, которые необходимы, поскольку существуют и технические проблемы, и права интеллектуальной собственности. Требования исследователей очень конкретны, и интерфейс единого поиска никогда не будет таким эффективным, как оригинальные интерфейсы разнообразных баз данных. Но, тем не менее, мы предоставляем больше материалов, чем Google. Количество и подбор материалов свободного доступа сейчас все еще рассматривается. Это не включено в базы данных библиотек или же материалы по подписке. Работая с материалами архивов и музеев, а также библиотек, Финна служит особенно потребностям исследователей в гуманитарных науках, искусствах и социальных науках. Спасибо. Вот наша библиотека ЛУК Финна.
only to our use. You can also Это use для нашего national пользования. FINMA, but this is our. Может использоваться и на национальном уровне, но так выглядит именно наш We интерфейс. have really 3 different interfaces there. Но, как я сказала, у нас 3 разных интерфейса для пользователей, Students, for студентов, researchers, для and ученых, the people who исследователей are и для людей, которые who are just coming into the library. просто приходят на сайт этой библиотеки. It's really useful. И действительно You put it a little bit, очень полезно and there is more information there for посмотреть вот на эту информацию. Здесь представлено, что из себя представляет наш сайт I'm Финна. sure that you will find it very easy to И я уверен, вам будет очень-очень просто найти what does it contains. по содержанию все, что вам необходимо. Пожалуйста, вопросы. Спасибо. Есть ли вопросы к Мико? Пожалуйста, у нас достаточно времени. И есть микрофон для всех. Пожалуйста, поднимите руку, если у вас вопросы. Или комментарий. Мика, у меня вопрос к вам. Пожалуйста, вернитесь. Для того, чтобы перевод был всем слышен. Вы сказали, у вас были сомнения, будет ли такого рода совместный интерфейс, поисковый интерфейс, который сочетает такие разнообразные по содержанию материалы и пытается обслуживать, предоставлять услуги информационного характера разного содержания. У вас были сомнения, будет ли это работать. Вы сказали, что студенты вполне довольны, очень удовлетворены вашим ресурсом. Но что касается ученых, вы получили от них какую-то обратную связь, от учителей, других пользователей? Каким образом эта услуга, эта служба может дальше развиваться для того, чтобы лучше соответствовать спросу, потребностям? Да, многие исследователи и преподаватели еще не удовлетворены нашим ресурсом Финна. И вы можете представить, что все сторонние базы данных могут покрыть их потребности, но у нас недостаточно финансовых средств и недостаточно денег для лицензирования авторских прав. Также законодательство не позволяет нам получить доступ ко всем материалам и покрыть все потребности. Мы пойдем постепенно, шаг за шагом. Конечно, мы счастливы, что студенты и посетители библиотеки довольны Финной, и вы можете пользоваться этим ресурсом для резервирования материалов, для того, чтобы найти электронные материалы дома, для того, чтобы продлить абонемент. Вам не нужно приходить в библиотеку специально, чтобы продлить срок пользования книжками. Но когда мы идем дальше, особенно по исследованиям, у нас возникают проблемы по доступу к базам данных. Есть коммерческие организации, которые повышают цены год за годом на авторские права и на лицензирование. И библиотеки в Финляндии, наоборот, получают меньше и меньше финансирования из года в год. И это
really difficult. Действительно difficult сложная problem. проблема. And it's not being solved. И она пока не решена и не будет решена в ближайшем We будущем. have to be really careful Мы должны what быть kind of очень databases осторожны we can offer и them внимательны к and тому, pay какие базы for данных мы use можем предоставить services. для наших And, пользователей. always somebody is not, Всегда not кто-нибудь satisfied. будет недоволен. Но Hope we find a надеемся, real что мы найдем решение. Microphones. Мне интересно, как какова реакция территориальных библиотек, не университетских, не тех, которые в Лапландии земельные библиотеки. Им проект Финна для них выглядит как конкуренция, и приходится ли им перестраивать свою работу с учетом того, что есть Финн? These libraries, they have an interface to Finn also. У этих библиотек тоже есть интерфейсы, которые могут предоставить доступ к Финне. Конечно, официально у нас нет сотрудничества с остальными публичными библиотеками. У них есть свои оригинальные интерфейсы, которые покрывают их необходимость, их спрос, но мы не имеем права пользоваться читательскими билетами и абонементом публичных библиотек. У каждого своя читательская карта, и это большая проблема, как актуализировать эту ситуацию. Но пока мы ничего не можем сделать. У нас есть консорциум библиотек, но у нас есть проблемы даже внутри нашего консорциума. Если публичные библиотеки предоставят нам свои абонементы и помогут нам решить проблемы консорциума изнутри, деньги решают все. Возможно, им не нужны те же самые материалы, что и нашим пользователям, но вы интересно отметили проблему. Есть еще вопросы? Почему для разных категорий пользователей разные интерфейсы? У вас разные предложения для студентов и для научных работников? Yes, we have three kind of. Да, как я сказал, 3 вида интерфейса. Yes, and every library, scientific library. Каждая научная библиотека имеет собственный другой интерфейс для своих целей. Не представляется возможным сделать так, чтобы каждый имел только один интерфейс. Возможно, в будущем, но сейчас, я думаю, это не скоро случится. Технически эти 3 интерфейса, я надеюсь, покрывают все потребности наших пользователей. Не уверен. Еще вопросы? Похоже, на эту тему все. Спасибо большое, Микос, за презентацию и за ответы. И мы переходим к следующему докладу. Наш следующий гость
от Тога. Our next speaker is Наш следующий докладчик Oud Tova. от Тога. She is the project manager Она менеджер по проекту библиотеки губернии Тромс, Норвегия. И она расскажет нам о публичных библиотеках и непрерывному образованию. Очень интересная тема. Спасибо большое. Спасибо за приглашение в Коми. Это мой третий визит сюда, и я очень рада снова вернуться. 10 лет назад прошло с последнего визита. У меня короткий доклад о публичных библиотеках и непрерывном образовании. И я надеюсь, будет время для вопросов после моего короткого доклада. Парламент губернии Тромс принял план региональных библиотек Тромса на 2017-2028 год в декабре 2016 года. Этот план содержит разные стратегии по образованию в библиотеках. И стратегии возникли в результате работы библиотек по непрерывному образованию, а также исходя из библиотечного акта и национальной стратегии по библиотекам, опубликованной Министерством культуры Норвегии в 2015 году на 2015-2018 год. Стратегия плана региональных библиотек говорит нам о том, чем конкретно заниматься в непрерывном образовании. Цель работы заключается в том, что публичные библиотеки содействуют образованию любого и каждого. Это означает, что работа по непрерывному образованию – это задача, которая никогда не заканчивается. Фактически нельзя забыть ни одну из частей на период, на ближайшие годы. Я забываю, что на русском обычно предложение длиннее. 7 стратегий. Существует 7 стратегий, и первая говорит о том, что библиотеки, публичные библиотеки должны быть основой знания, информирования в своем местном сообществе. Стратегии, которые следуют о сотрудничестве по фондам и научно-популярной литературы и предоставлении такой литературы всем. Гарантировать, что люди повсюду в нашей губернии имеют те же самые возможности, чтобы получить доступ к лучшим библиотечным услугам и разрабатывать публичные библиотеки как место для обучения всех. Есть формальное и неформальное обучение. Работа с непрерывным образованием была одной из главных задач публичных библиотек в нашем округе. Используя библиотечные ресурсы, население получает информацию и знания по формальному и неформальному образованию. Формальное образование люди получают в школе, а также в университетах и колледжах, в то время как неформальное образование можно получить, когда знания передаются путем чтения, слушания, просмотра материалов или через беседу. Публичная библиотека и ее роль в формальном образовании иногда забываются людьми, принимающими решения на уровне государственной власти муниципалитетов. Региональный план библиотек, который был принят в округе, в нашем парламенте, очень важен для библиотек. Библиотеки могут этот план представить государственным органам, муниципалитетам и потребовать его выполнить. Сотрудничество с школьными библиотеками – это другая задача. В Норвегии мы говорим о 10-летнем образовании. Это школа
начальное и среднее, неполное образование. 13-летнее образование включает также старшие классы средней школы. Наши дети начинают школу в 6 и обычно выпускаются в 18-19 лет после того, как они заканчивают полное среднее образование. Норвежские дети имеют право на детский сад с возраста 1 года. Публичные библиотеки служат и библиотекам, и школам. А школы обязаны также содержать школьные библиотеки. Но школьные библиотеки не всегда в хорошей форме. Сотрудничество между публичными библиотеками и школами очень важно для школ. Но чем больше школа заботится о своей библиотеке, тем больше они сотрудничают с публичной библиотекой. Ученики привыкают пользоваться библиотекой, и это очень важно для них в будущем, в их образовании. В некоторых публичных библиотеках ученики берут книги для чтения в свободное время и не пользуются библиотекой в качестве источника сбора информации и знаний. Мы бы хотели изменить это поведение. Старшие классы средней школы. В этой стадии образования работают библиотеки, школьные библиотекари, которые заботятся о хороших фондах, актуальных фондах для школы, а также электронных ресурсах, представленных ученикам, и предоставляют им рекомендации о том, как пользоваться библиотекой в ежедневной работе. Публичные библиотеки не имеют большого сотрудничества с такими школьными библиотеками старших классов, но окружная библиотека сотрудничает, поскольку мы все принадлежим губернии. Но, тем не менее, некоторые государственные органы и администраторы полагают, что школьные библиотеки не столь важны, как раньше, поскольку у нас есть теперь Google и Википедия. Они не понимают роли библиотекаря, который организует, подготавливает информацию и работает как гид для учеников по поиску нужной информации и использованию ее. Окружная библиотека таким образом важна в качестве консультанта для библиотекарей школы и администраторов школы. Окружная библиотека Тромс является партнером по проекту информационных навыков университета библиотеки Тромса. Они разработали онлайн-курс для студентов по самообучению, как найти необходимую актуальную информацию. Для них это очень важно, для того, чтобы получить нужную информацию для собственной работы. Новый проект разработает онлайн-курс для учеников старшей школы, старшей средней школы. И мы надеемся, что этот курс будет использован и обычными людьми в публичных библиотеках. В этом проекте университетская библиотека и библиотека округа сотрудничает с 3 школами высшего среднего образования, старших классов. Большая задача состоит в устройстве студенческого городка. Несмотря на то, что публичные библиотеки могут быть очень маленькими, они могут быть использованы студентами как студенческий городок или как место для индивидуального обучения. В Норд-Тромсе, который состоит из 6 муниципалитетов, где население составляет 15 922 жителя, библиотеки сотрудничают для того, чтобы обеспечить доступ к библиотекам студентов вечернего обучения и студентов дистанционного обучения. В 2016 году новое соглашение было подписано 6 муниципалитетами и студенческим центром Норд-Тромс, которая является организацией, способствующей обучению. Новое соглашение будет действительно до 2020 года.
Библиотеки в этом регионе называются студенческими, поскольку это места и для встреч, и для учебы. И услуги, которые предоставляются, это услуги студентам, это ежедневная работа библиотек. У меня два примера публичных библиотек, которые обслуживают студентов. Шаровая публичная библиотека. В библиотеке Шары есть два библиотекаря. Один из них работает на полную ставку и другой на 40% занятости. Почти 3000 людей проживает в муниципалитете Шарвы, и примерно 2500 проживают в маленьком рыбацком городке, который тоже называется Шарвой. Здесь публичная библиотека и располагается. И когда библиотека закрыта, у студентов все равно есть доступ, поскольку они подписывают договор с библиотекой, и это предоставляет им ключ от библиотеки. Таким образом, они могут приходить и уходить, когда захотят. Вот некоторые цифры. В 2016 году было 12 студентов, в 2015 12, в 2010 10 студентов и в 2009 было 15 студентов, которые пользовались публичной библиотекой как собственным кабинетом для учебы. Муниципалитет Шарвы является частью организации студенческого центра Норд-Дромс, и библиотеки работают совместно для того, чтобы организовывать учебу для студентов вечернего обучения и сотрудничают с университетом Тромса, а также сотрудничают с другими учреждениями, которые предоставляют образовательные услуги. Некоторые студенты учатся дистанционно, и они могут быть студентами любого университета Норвегии или же заграничные студенты. Им тоже нужно где-то сидеть и работать. Очень часто это студенты магистратуры. Из-за семейной ситуации они предпочитают оставаться дома. Некоторые студентов старше, чем средний возраст, средний студенческий возраст. Второй пример – библиотека Ленвика. Финснес – это административный центр муниципалитета Ленвик. У него новая библиотека, расположенная рядом с студенческим центром Финснес и другими учреждениями, которые предоставляют консультации и услуги. Прежде чем библиотека Ленвик и студенческий центр стали партнерами, библиотека обслуживала студентов даже во время периода закрытых часов. Студенческий центр имеет, там много студентов проходят, берут разные курсы, и с 1993 года, каждый второй год, например, предоставляется курс по фельдшерскому делу. Когда в 1993 году этот курс был начат, мы думали, что потребуется лишь один раз, и мы выпустим одну группу, но вот теперь каждые 2 года набирается группа студентов, что означает, нам необходимы умелые медсестры в наших муниципалитетах. Студенческий университет и библиотека Тромса и публичная библиотека Ленвика подписали договор, в котором сказано, как организуются услуги для студентов и за какое обслуживание, за какую услугу отвечает каждый из учреждений. Библиотеки получают поддержку от университетской библиотеки и организуют курсы для библиотекарей, студентов и преподавателей. Вот 2 примера того, как наши
публичной библиотеки работают со студентами. Окружная библиотека Тромс организует курсы для библиотекарей. И когда мы говорим о непрерывном образовании и содействию студентам, то преподаватели являются библиотекарями университетской библиотеки. То есть курсы ведут сами библиотекари. Мы предлагаем рекомендации и поддержку публичным библиотекам. И сейчас мы планируем совместно с университетской библиотекой разработать проект по непрерывному образованию. Мы подаем заявку на финансирование проекта из Национальной библиотеки, и, возможно, мы найдем лучшие способы организации по непрерывному образованию. Мы определим зону ответственности, поскольку все библиотеки не должны предоставлять одинаковые услуги. Нам необходимо разделиться и предоставлять услуги на разном уровне, поскольку некоторые библиотеки очень малы. У библиотек разные кадры, разные человеческие ресурсы. У многих библиотек есть только библиотеки, работающие на часть ставки в очень маленьких муниципалитетах. Вот мой доклад. Я открыта для любых вопросов. Пожалуйста. Вопросы к ОД или комментарии? Okay, maybe while you are okay, you are ready, please. Вот, я хотела поподробнее спросить про онлайн-курс для студентов по поиску информации. Это обязательный курс для всех студентов или они его выбирают сами, те, кто захотят? Self-guided web course. Онлайн-курс для самостоятельного обучения. Студенты не обязаны его выбирать. Но тем не менее, библиотекарь в университетской библиотеке хотел бы, чтобы все-таки они его прошли. Поскольку студентов так много. Студенты не знают, каким образом искать информацию. Они в сомнениях, они путаются, не знают ни прав, ни обязанностей. Большинство из них не нуждаются в таком курсе. И по некоторым дисциплинам они договорились с преподавателями о том, что этот курс для них необходим. Ну, конечно, это отличается. Есть разные случаи. Но через несколько лет, я думаю, этот курс станет обязательным. Каждый студент будет обязан его пройти. И мы передали библиотекарям в публичных библиотеках, что для них он тоже необходим для того, чтобы быть готовыми к новым крупным проектам. Хочу немножко поделиться. Мы у себя в библиотеке, чтобы как-то замотивировать студентов, сделали не просто курсом каким-то, а сделали в виде квеста. Да, почему нет? Мне кажется, как я знаю, университетская библиотека уже сделала хороший шаг, разработав этот курс. И он сам по себе мотивирует, стимулирует. И вовсе не скучные люди, не скучные библиотекари продвигают этот курс. Они энтузиасты своего дела и знают,
чего хотят достичь. И они пытаются убедить студентов во время курса, что он необходим. И, как я сказала, мы разрабатываем новый курс для учеников старших классов средней школы, и я думаю, он будет успешен, поскольку школы уже с большим энтузиазмом приняли эту идею. Все преподаватели, учителя и библиотекари хотят, чтобы он был. Через 2 года мы сможем поговорить уже о успехе или провале. Я надеюсь, я действительно надеюсь, что он будет успешным, поскольку такого типа инструменты необходимы. И я также думаю, очень хорошо, что любой может им воспользоваться. Для этого не нужно иметь какой-то особый уровень академических знаний или умений для того, чтобы освоить его. Большая программа, которая реализуется, ориентированная на студентов, на систему образования. Ваши финансирующие органы считают, что это все должно делаться на деньги муниципалитета, или университет должен в этом участвовать финансово? Как соотносится финансирование со стороны учебных заведений и со стороны библиотек? Курс, который разработан для студентов университета, финансируется, конечно, университетом. Но курс, который сейчас разрабатывается библиотекой университета, уже финансируется национальной библиотекой и университетской библиотекой Тромсе и отделом образования Совета округа, поскольку таким образом из муниципалитета финансирования нет. Но в проекте, который мы собираемся начинать и подавать заявку на финансирование, вот там уже муниципалитеты должны принимать участие. Если же нет, если они не вносят финансовые ресурсы, тогда они должны помочь в работе. И мы также подали заявку на финансирование округа. Таким образом, 3 проекта финансируются по-разному. Но мы пытаемся объединить их вместе. Нас так мало, и мы нужны друг другу. Нам нужны знания и умения друг друга. Возможно, это комментарий, но не вопрос. Я с большим удовольствием убедилась, что вы так хорошо заботитесь о тех, кто учится дистанционно и живут в других местах, не там, где они учатся. Это очень важно, поскольку это и есть непрерывное обучение. Вы можете начать учебу в любое время, и вам не нужно для этого куда-то передвигаться или переезжать. Но какого типа поддержку, вы думаете, дистанционные студенты хотят получить от библиотек? Я думаю о помещениях библиотеки. Если у вас идеи, как оказывать поддержку им,
Когда мы начали проект по дистанционному обучению для студентов, которые учатся удаленно, все, что нам нужно, это компьютер. И эти студенты нуждаются в компьютере, они хотят кофе, они хотят принтер. Но сейчас это изменилось. Сейчас студентам компьютер не нужен. 15 лет назад некоторым студентам приходилось проходить курс по программе Word, а сейчас никаких проблем. И хотя студентам необходимо, очень многим из них, необходимо кураторство и поддержка в основах, в самых компьютерных основах. Ну, например, Мика говорил об основах лицензирования. У нас нет доступа к лицензионным услугам, но они могут прочитать отрывок из каждой статьи. Им не нужно доступ к конкретному материалу в полном тексте, и этот доступ у студентов есть. Библиотекари должны знать, как задавать правильный поиск и как помогать этим студентам. Невозможно каждому библиотекарю обладать всеми навыками. Это зависит от вашего образования, например, по авторским правам. Сейчас мы создаем новую организационную структуру. Большая библиотека может оказать поддержку. Поддержка, каждый знает, как брать книги с абонемента, но сейчас все меняется по сравнению с периодом 15-20 лет назад. Необходимо иметь тесные контакты с университетской библиотекой для того, чтобы эту поддержку студентам оказать, поскольку в договоре, который заключен между Ленвиком и студенческим центром и университетской библиотекой, сказано, если библиотекари не могут решить проблему сами, они должны связаться с библиотекой университета, поскольку цель заключается в одинаково хорошей поддержке как в студенческом городке, так и за его пределами. То есть студенты, которые разбросаны по всему округу. Вот эта цель, которую надо помнить, держать в голове. Мы хотим оказать хорошую поддержку всем. Вот в продолжение вашего вопроса, это даже не вопрос, а еще один ответ. Вот мы, сейчас я говорю как представитель крупной научной библиотеки, мы увидели, что основная потребность студентов, учащихся дистанционно, то, что у них нет опыта поиска информации, серьезного поиска информации. И вот задачка библиотекарей наша, это вот этому обучить их. Вот сделать так, чтобы он в этой национальной программе ФИН мог эффективно найти. Не просто как в Гугле одним словом, а найти то, что ему нужно, углубляясь в ситуацию, чтобы он мог работать с нашими ресурсами в пользу своему обучению. А это ведь непростая работа, иметь дело с сложной академической библиотекой. И когда мы встречаемся с библиотекарями муниципальными нашими, мы рассказываем о том, как можно воспользоваться нашими ресурсами дистанционно, для того, чтобы они могли своим студентам, своим читателям сказать: вы обратитесь в историческую библиотеку, вот посмотрите, вот есть такие маленькие хитрости, которые помогут легко вам найти, разобраться в этом сложном мире.
Это был комментарий, поэтому мне, наверное, ничего не надо говорить. Еще вопросы остались? Спасибо, Ольга, за интересную презентацию. А сейчас у нас пауза, перерыв на кофе, полчаса. Пожалуйста, возвращаемся в 11 часов.